включим тестовый режим, и каждый попытается переписать свою семью. И по ходу, когда у вас будут возникать вопросы, мы на все вопросы вам ответим. С ребятами проводят короткий инструктаж. Теперь студенты со специалистами статистики будут встречаться гораздо чаще. До старта всероссийской переписи остаются считанные дни, а значит, ребята в полной готовности. Задача перед ними стоит несложная, но ответственная. Вы идете в домохозяйство и просите представиться ответственное лицо. Он вам называет свою фамилию, имя, отчество, и идете по вопросам, отвечаете на все вопросы, которые есть в планшете. Там первый вопрос – фамилия, имя, отчество. Потом, сколько человек проживает в домохозяйстве. Прям все просто. Нажимаете на плюсик, если 10, то выбирайте 10, если 5, то 5. Более 100 студентов Ингушского госуниверситета помогут переписать население. Соглашение между ведущим вузом и Управлением Федеральной службы госстатистики по СКФО заключили еще в августе. Это ваш гражданский опыт, ваш гражданский долг. Ваш опыт участия в такой очень важной государственной и социальной работе. Студентам объясняют, перед непосредственным стартом переписи им придется пройти контрольное обучение. Фиксировать информацию они будут в планшетах. Помимо технической части, молодежи необходимо знать, как общаться с людьми, объяснять, насколько важна перепись и для чего она проводится. 15, 16, 17 мы будем проводить с ними обучение. Перепись 2020 пройдет, она немного отличается от предыдущих переписей, потому что она идет в цифровом формате. Перепись будет проходить на планшетах, можно переписаться на портале госуслуг, в отделениях МФЦ будут стационарные участки. Стимул выполнить свою работу качественно и ответственно у ребят есть. Участие студентов в переписи засчитают им в практику. Кроме того, их работа будет оплачена. Если они закрывают нам это как производственную практику, то у нас будет плюс на 4-м курсе, потому что мы должны будем ездить в школу на практику. Вот. Также, на самом деле, я записалась, потому что одногруппницы начали активно поднимать этот вопрос. Я заинтересовалась, потому что также есть привилегии, которые они нам обещали. Это, во-первых, страховка. Я думаю, это самое, наверное, главное из этих всех привилегий. Вот. Также нам будут выплачивать зарплату. Как студентам нам это очень понравилось. Обещали привилегии в виде грамот для повышенной стипендии, денежное вознаграждение, благодарности и золотая карта от Сбербанка. Собранные данные помогут определить точную структуру населения, этническую принадлежность и ряд других вопросов, которые важны для планирования развития нашей страны. Предварительные итоги переписи подведут в апреле следующего года. Всероссийская перепись населения стартует 15 октября и продлится до 14 ноября. Это будет первая цифровая перепись населения. Переписчики пойдут по квартирам и домам не только с бумажными анкетами, а с электронными планшетами. Зелимхан Калоев, Акрамат Дасхоев, Новости 24.